Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +380 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Віктор Трегубов, співзасновник партії «Демократична Сокера», публіцист, громадський діяч. Пане Викторе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Валикум салям. Да, я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Украинская делегация на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности на море заявила о непрекращающемся наращивании со стороны России военного потенциала в Азово-Черноморском регионе и призвала прекратить ограничивать там свободное судоходство. Так, украинская сторона напомнила решение России закрыть до октября 2021 года часть Черного моря в направлении Керченского пролива под предлогом военной подготовки. По мнению украинской стороны, это представляет собой вопиющее нарушение принципов свободы мирного судоходства. Давайте послушаем квинтэссенцию заявления украинской делегации. На тлі продовження нарощування військової потужності уздовж державного кордону України Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Зокрема, за рахунок збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю. Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу суден через міжнародну протоку і через порти Азовського моря. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності території України в межах міжнародно визнаних кордонів. А тем временем в Министерстве обороны Украины сообщают, что фиксируют постоянное перемещение подразделений российских войск в оккупированном ею Крыму. Наряду с этим, как указал глава ведомства Андрей Таран, в Украине начались масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны. Давайте послушаем уведомление Министерства обороны Украины. За словами Андрія Тарана, відпрацювання питань широкомасштабної оборони України сьогодні особливо актуальне. Міністерство оборони України фіксує постійні переміщення та активізацію підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, зараз на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та на російських військових базах у Вірменії і анексованих регіонах Грузії, Абхазії та Південній Осетії, на полігонах південних регіонів Росія проводить масштабні навчання. Пане Викторе, насколько учения со стороны Украины масштабные и какой они месседж несут России оккупантам, которые не прекращают милитаризировать оккупированный Крым? Учения достаточно масштабные, и в наших интересах сейчас просто показать, что мы можем ответить, мы готовы ответить, у нас есть чем отвечать. В связи с этим мы и должны показывать и учения, мы и должны показывать и новые образцы техники, мы и должны демонстрировать, что у нас происходят какие-то качественные изменения в нашем военном строительстве. Ну, в частности, речь идет о новых назначениях, собственно, в войсках и в Минобороны. Вот там достаточно серьезные пошли изменения, которых я, честно говоря, даже не ожидал. Это хорошо, вот кадровые изменения в сфере обороны? Да, достаточно кратко и однозначно, да, потому что там действительно просто пошли действительно люди. Во-первых, это боевые офицеры, то есть это не люди, которые осиделись в свое время на каких-нибудь кафедрах, а это действительно боевые офицеры с хорошим опытом, и в принципе это даже несколько неожиданно. Вот, то есть я не ожидал, что вот после, ну, если брать вот именно каденцию Зеленского, то после 2 лет такого достаточно неуверенной, двузначной, иногда вялой оборонной и военной политики в целом, и дипломатии, и политики в целом, вот
тут внезапно, вот в течение нескольких месяцев, ряд боевых офицеров, прекрасных, уважаемых в войсках, уважаемых ветеранами, вот, заходят на разные командные должности. Это хорошо. Ну, то есть они при всей моей критичности например, к политике Офиса президента международной, вот к господину Ермаку, например, я не могу не оценить то, что объективно хорошо. Это хорошо. К международной политике, к внешней политике нашей страны мы еще обязательно вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Андрія Роженко, капітана першого рангу, експерта Центру оборонних стратегій. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Салам алейкум, салам. Пане Андрею, какой месседж несут сегодняшние учения, военные учения Украины, которые проводят, что они для нас означают? Ну, я думаю, що це дуже важливе для нас навчання, тому що оця квітнева ескалація, яка відбулася на півдні України, і не тільки на півдні, вона показала, що ми не дуже готові до цього, особливо з морського напрямку. Особливо уразливий був цей остров Зміїний, який зараз він таки притягнув увагу і вищого політичного, і військового керівництва України. І це нормально, тому що це дійсно слабке місце. І якщо ми втратимо остров Зміїний, це буде дуже погано. Це фактично позбавить нас доступу до Чорного моря. І наші основні порти – це Південний, це Одеса, це Чорноморськ, Очаків. Вони будуть фактично заблоковані. А я хочу сказати, що ця морська економіка – це дуже серйозна складова української економіки, і вона важлива для нас, для нашого українського експорту, для імпорту. І оці якраз навчання, вони показують, що у нас є певне намагання того, щоб оці м'язи свої на морі наростити і на півдні України також. Зараз дуже важливо, щоб якраз стосовно військово-морської складової, щоб основним пріоритетом для держави стало якраз нарощування бойових спроможностей на морі. Це має бути єдиним основним пріоритетом роботи країни в найближчі роки. От якраз на цей перший етап стратегії ВМС 2035. Всі інші додаткові позиції, такі як, наприклад, там розвиток чи сприяння національному військово-промисловому комплексу, це вже вторичне завдання. А зараз треба з'ясувати обстановку точно і спланувати такий чіткий, прагматичний план, як ми можемо наростити наші спроможності на морі, для захисту з морського напрямку за власними силами і за допомогою партнерів. Я знаю, що таке бажання є допомогти, але іноді ми неправильно розставляємо акценти, я б сказав. Если мы говорим о потенциале, о возможности усилия военно-морских сил Украины, сухопутных и так далее, готова ли Украина в случае чего дать отпор и противодействовать возможной российской агрессии? Це вірне запитання, але воно трошки емоційне, розумієте? Я можу сказати, при будь-яких розкладах не можна сказати однозначно так чи ні. Я вважаю, що дійсно у нас є певний потенціал для захисту з моря. А цей потенціал набагато більше, ніж був у нас у 2014 році. Але я можу сказати однозначно, що у нас недостатньо сил для того, щоб стримати якраз значно більшого супротивника. Особливо на відстані більш ніж 20-25 кілометрів від нашого узбережжя. Тому що у нас немає засобів, які могли би їх стримувати. Оце якраз ця спроможність називається CDNI Витівіка. Називається CDNI Capability. Її якраз немає. На жаль, це так. Сегодня вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Он сказал, что украинская сторона с этим очень обеспокоена. Давайте послушаем его цитату и продолжим нашу беседу. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє.
Да, но до этого и в 2015-2016 году говорили о том, что уже Россия готовит некую инфраструктуру для размещения ядерного оружия в Крыму. То есть можем ли мы сегодня уже с уверенностью утверждать, что действительно Россия завозит или уже даже установила там ядерные боеголовки? Ну, дивіться, Крим історично, ще з радянських часів, там було дуже багато таких структур, сховищ для ядерної зброї. Їх було дуже багато. Я знаю, що під час перебування вже Криму під прапором Незалежної України в 90-х, на початку 2000-х, ці сховища вони були законсервовані. Але я думаю, що не вимагає багато часу і ресурсів їх розконсервувати. І там дійсно дуже багато цих сховищ. Це перше. По-друге, ніщо не зупиняє, наприклад, Російську Федерацію проти того, щоб алло. Там ми вас чуємо, будь ласка. Да, нічого не зупиняє Російську Федерацію проти того, щоб ядерну зброю мати на борту кораблів і літаків підводних човнів. Вона штатно може там знаходитись. Це штатно, ці кораблі були для цього розроблені. І тому через це така ситуація, що значить, ядерна зброя там може бути. І саме таке небезпечно для України, для партнерів, то що ці ракети «Калібр», вони можуть знаходитись на борту підводних човнів, знаходження яких може бути невідомо, якщо вони знаходяться в морі в підводному положенні. Тому це заява політична. Я думаю, що дійсно віце-прем'єр мав таке підґрунтя, яке готувала спеціальні служби України, і така інформація є. Але я скажу, що, опять же, що таких установ, таких сховищ багато в Крыму, вони були, и их треба тільки реанимировать. А скажите, на кого, вот если мы говорим о милитаризации Крыма, о наращивании военного российского контингента в оккупированном Крыму, размещении ядерного оружия, размещении зенитно-ракетных комплексов и так далее, вот на кого это нацелено, кому кидает вызов Россия, и, собственно, вот эти действия угрожают ли коллективной безопасности в Черном, Средиземном морях и на Ближнем Востоке в цілому? Якщо взяти радіус, перш за все, всі сили, військові сили, які знаходяться в Криму, в основному вони генеруються для того, щоб подалі їх проєктувати поза межі Чорного моря. Це в першу чергу Східне Середземномор'я, це Атлантичний океан. Це основна така зона дій оцих якраз сил, які концентруються зараз в Криму. І це неодноразово підтверджується тими навчаннями, тими заходами, які проводяться. Це такий force generator, генератор сили. Це було, до речі, так і в Радянському Союзі. Але я хочу сказати, що, в принципі, зараз оцей розвиток технологій, він дозволяє окремим платформам, таким, наприклад, як підводні човни, чи навіть надводні кораблі, вони можуть застосовувати свої ракети «Калібр» з радіусом дії понад 2000 кілометрів з Чорного моря. І якщо ви подивитесь на карту, то цей радіус дуже-дуже такий значний. Він покриває значно практично всі країни Західної Європи. Тобто, в принципі, зараз для цього дійсно там треба це вказання, але, як правило, така специфічна зброя, як ядерна, вона застосовується по нерухомим об'єктам. Тобто це великі міста, це таким якісь там установи і так далі. Тобто для цього це не вимагає додатково якось там до пошуку цілей, як це потрібно, наприклад, для стрільби по морській цілі, яка знаходиться, постійно рухається. Тобто це визначені місця. І в цьому дуже така велика небезпека, що ця зброя, вона є, і вона дійсно може бути застосована з таких позицій, які не можуть контролюватися зараз ні Україною, ні нашими партнерами. Я хочу сказати, що проти України є другі системи, які знаходяться в Криму, там не тільки «Калібр», «Калібр» це стріляють далеко, там є інші ракетні системи. Опять же, з технологічної точки зору,
багато зброї вони можуть, ракетної зброї, вона може нести як варіант звичайної бойової частини, так і варіант бойовой частины, с ядерной боевой ловушкой. Пане Андрею, и вот мы вместе с вами послушали цитату вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова. И также ключевое в его тезисе это было то, что он допустил размещение войск Соединенных Штатов Америки в Украине для обеспечения безопасности. Насколько это реально, насколько это необходимо и насколько это как раз повлияет на обеспечение безопасности? Це політичне питання. Я думаю, що якщо віце-прем'єр таке питання зараз підняв, то я думаю, у нього була підстава про це казати. Відповідно до Конституції України, розміщення іноземних військових баз на території України заборонено. Ми знаємо, що було тільки одне виключення стосовно цього. Це стосувалося якраз військових баз Російської Федерації в Криму, які були здані в оренду відповідно до угоди 97-го року на 20 років. Чим закінчилось, ми знаємо. Але я можу сказати, що є механізми, які дозволяють знаходитись, наприклад, на тимчасовій основі якимось тренувальним місіям чи іншим місіям, які, наприклад, необхідні державі для виконання завдань оборони чи для збільшення військового потенціалу, для забезпечення державного суверенітету. Резников, в частности, говорит о развертывании сил ПВО. Якщо він каже, мають бути аргументи. Я не знаю, ПВО також це військовий підрозділ. Як мінімум, я так розумію, що це може бути, видимо, є якісь такі параметри, які передбачають якраз прибуття цього підрозділу на територію України. Це можливо, тимчасово для цього потрібна згода Верховної Ради України. Ми знаємо, що підрозділи іноземних країн, які беруть участь в військових заходах на території України, навчання в тому числі, вони схвалюються рішенням Верховної Ради. Ми знаємо, що таке відбувається на початку кожного року. Я так думаю, що можливо і таке рішення. І навпаки, якщо ми направляємо свої підрозділи, то також це робить Верховна Рада. Якщо ми кажемо про військову базу, тобто такий довготерміновий крок, я думаю, що це якісь інші такі політичні перемовини і інший формат. Опять же, політики, вони можуть ці питання вирішити разом нам з взаємодії в законодавчій і виконавчій владі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку, капітан першого рангу, експерт Центру оборонных стратегий. Относительно размещения американских военных подразделений на территории Украины, насколько это реально, действительно, как говорит пан Андрей, не противоречит ли это украинскому законодательству, нашей Конституции? Теоретически можно найти какой-то способ обойти конституционный запрет, например, назвать это длинновременными учениями и просто получить разрешение Верховной Рады и разместить их на украинских базах, не создавая иностранных баз. То есть тут теоретически это же законодательство. Простор для диалектики и трактовок всегда очень широкий. Но тут в другом проблема. Что-то мне не верится, что Соединенные Штаты на это пойдут. Так, почему? Например, потому что они на это не пошли в 2014 году. Например, потому что никогда со стороны наших западных партнеров ни в рамках Будапештского меморандума, ни в рамках каких-то переговоров в принципе не шла речь о том, чтобы отправлять непосредственно американских или еще каких-либо иностранных военнослужащих, за исключением инструкторов. С 2014 года многое изменилось, уже два президента США. Да, и теперь бывший вице-президент, который был в 2014 году, стал президентом. И более того, сейчас он выбрал скорее осторожную примирительную риторику в отношении Российской Федерации, что меня очень расстраивает. И ничто не указывает на то, нам бы хотя бы сейчас летальное оружие получать, получаем, слава богу. А говорить о том, что там пошлют американских солдат, сомневаюсь. Опять-таки, нам бы действительно не помешало те же самые комплексы ПВО «Патриот». Действительно, ПВО – это то место, которое союзники могли бы помочь нам усилить.
И это то, что нужно действительно уже достаточно срочно. Это то, что, в принципе, помогло бы нам себя прикрыть. Ну, кстати, по поводу Патриота мы ведь не в первый раз говорит об этом украинское руководство. Да, просто он стоит сумасшедших денег. Вот. И Соединенные Штаты, в принципе, не очень любят так просто его раздавать, и я их прекрасно понимаю в этом плане. Поэтому тут вопрос... Вы про Турцию? Да нет, в принципе. И про Турцию в том числе, кстати. Вот. Ну, и тут вопрос в том, насколько мы сумеем их уговорить. Поскольку в последнее время как-то взаимоотношения Украины и США не настолько гладкие, не настолько идеальны, как могли бы. Вот мы помним, это хорошо проявилось и в том, что фактически Украину обсуждали без Украины на встрече Путина и Байдена. Не состоялась встреча Байдена и Зеленского до этого. Вот она уже будет, да, но она нужна была все-таки до встречи. Ну, мы вернемся еще к предстоящему визиту президента США. Вашингтон, пане Вікторе, я предлагаю підключити к нашому ефіру Віктора Тарана, історика-політолога та голови Центру політичних студій та аналітики ЕТОС. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Викторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас. Да, пане Викторе, сейчас мы как раз с паном Виктором Трегубовым обсуждаем последнее заявление Алексея Резникова, который допустил возможность размещения американских ПВО на территории Украины для обеспечения нашей безопасности. Вот на ваш взгляд, это такое просто политическое заявление, либо же за ним стоят какие-то, возможно, конкретные договоренности? Особисто мені здається, що ця заява – це намагання української влади підняти ставки перед візитом Зеленського до Вашингтону. Тобто, по суті, ми устами тих чи інших спікерів ми починаємо такі, знаєте, так прощупувати ґрунт, да? А яка заява може піти, а яка заява може спрацювати. От буде цікаво подивитися, от Резніков сказав, от мені цікаво подивитися, як, наприклад, завтра на це зреагують американські ЗМІ, як на це зреагують демократи або республіканці. Якщо ми отримаємо певний ступінь підтримки з точки зору істеблішменту чи суспільної думки, ну, відповідно, тоді Зеленський зможе цю тезу просувати на зустрічі з Байденом. Ну, а якщо буде різкий спротив, ну, тоді, відповідно, почекаємо. Власне, якщо подивитися на тактику Офісу Президента, вони дуже часто цим грішать, коли таку, знаєте, запускають таку бомбардування різними меседжами, дивляться, як на це реагують ті чи інші політичні опоненти. Але, знову ж таки, хотіти і могти – це різні речі, тому мені здається, що набагато ефективніше треба говорити не про розміщення баз, а про те, щоб Україна отримала статус військового союзника, такий же статус, як, наприклад, має держава Ізраїль, яка, нагадаю, отримує кожного року військову підтримку на суму від 5 до 7 мільярдів доларів. Ну, порівняйте з тим, що зараз отримує Україна, там 200-300 мільйонів доларів. Це різні речі. І от те, що Офіс про це не наполягає, це, на мене, це недопрацювання, це помилка. Пан Трегубов довольно со скепсисом относится к возможности размещения американских ПВО на нашей территории. Это связано непосредственно с желанием США в связи с последней сложившейся международной конъюнктурой. Есть ли жизнь? Вот согласны ли вы с паном Трегубовым в этом вопросе? Если возможно ли, что у Соединенных Штатов Америки появится такое желание? Или же все-таки, смотря на нынешнюю международную конъюнктуру, это нереально? Ну, я повністю погоджуюся з Віктором, тому що, по-перше, є обмеження в Українській Конституції, які забороняють розміщення іноземних баз на території України. Це перше обмеження. І без змін до Конституції розмістити це неможливо. Тому, повторюсь, заяви робити можна, але це таки треба виходити в конструктивну реальну площину. А конструктивна реальна площина – це статус спеціального союзника. Пане Виктора, а статус основного союзника США вне НАТО, что он дает Украине, что он даст Украине? Ну, фактически, это и политический, и военный шаг одновременно. Он действительно откроет нам возможность получать помощь. Он откроет, в первую очередь, для тех сил в Соединенных Штатах, которые настаивают на предоставлении нам этой помощи, политические возможности более широкие. То есть мы уже будем не просто одной из стран
одной из стран бывшего Восточного блока, а страной, которая обозначена как одно из приоритетных направлений для обеспечения безопасности США. То есть фактически обеспечение безопасности Украины будет считаться частью обеспечения безопасности США. Я, безусловно, не могу надеяться на то, что мы вот действительно выйдем на те показатели взаимодействия США, которые имеет Израиль. В конце концов, у нас просто недостаточно для этого евреев, но так не выйдет. Оно может выйти по-другому. Может выйти, по крайней мере, так, что мы получим достаточную поддержку. Нам же, в принципе, от Соединенных Штатов нужно не так много. Нам не нужно действительно, чтобы там вот американские солдаты погибали за Украину. Мы, в принципе, во многих моментах справляемся сами. У нас есть ряд направлений, которые нам необходимо закрыть. Вот, в частности, направление ПВО. В частности, нам нужно закрыть сейчас флот, потому что флот после Крыма у нас находится в состоянии раздрая. В частности, нам нужно закрыть, вот я, кстати, вот затрудняюсь ответить, может быть, уже лучше с этим, чем было раньше. Вот последние несколько лет были проблемы с связью, закрытой связью. В частности, нам нужно закрывать направление тех же самых дронов. Ну, тут нам помогла кооперация с Турцией. Вот, поэтому есть ряд направлений. Ну, естественно, авиация. Вот, потому что авиация у нас тоже уже просто подходит к концу все сроки. У нас истребительная авиация просто скоро помрет, несмотря на модернизацию, просто по возрасту старенькая она. Поэтому вот эти направления нужно закрывать. Но нам, например, не нужно там сильно закрывать, помогать с танками, например. Ну, у нас они есть. Нам не нужно сильно помогать там воевать за нас, потому что у нас достаточно многочисленные, на самом деле, сбройные силы Украины. Вот другое дело, что их надо помочь обучить, их нужно помочь перевести их на более цивилизованные стандарты во многом. Но это не тот вопрос немножечко. Это не то, чтобы за нас вот именно нужно воевать. Как, не знаю, высадиться как в Кувейте и выбросить Саддама из Кувейта. Нет, речь не об этом. Речь о том, что нам нужно помочь по ряду направлений. И, в частности, этот статус дал бы такую возможность, открыл бы более широкие возможности для получения такой помощи. А, пане Таране, какие Украина должна приводить аргументы нашим западным партнерам, в данном случае Соединенным Штатам Америки, чтобы они предоставили такую помощь Украине? Аргументи є, але діючій владі буде це дуже важко зараз просувати, особливо зважаючи на ті дипломатичні загравання, які Україна робить з Китаєм останні декілька місяців. І на фоні цих загравань ми дійсно виступаємо перед США таким, знаєте, ненадійним партнером. Окрім того, хочу нагадати, що після дуже скандальної ситуації довкола справи вагнерівців, зараз навпаки з Україною відбувається скорочення співпраці. Я нагадаю, що якщо нещодавно була заява, я не знаю, чи ви про це говорили, якщо ще нещодавно з нами обмінювалися радіопередачами та радіоінформаційним простором наші колеги із військово-морського флоту США, зокрема 6-го флоту, то останнім часом вони припинили цю співпрацю, і дехто це пов'язує з тим, що наші партнери просто бояться, що та інформація, яка проходить, вона буде просто, перепрошую, зливатися Росії. Да? Тобто американці дуже обережно до цього ставляться. І вони дуже бояться, що тих технологій та зброї, яку вони передають Україні, вона може випадково опинитися за перебріком. Тому тут дуже важливо показати дійсно, що ми надійний партнер і модернізуємо армію. Але про яку модернізацію можна говорити, якщо в цьому році повністю зірване оборонне замовлення? Тут Віктор правильно говорить, що українці, ми багаточисельна армія, є нам ким і чим воювати, але вибачте, ми в цьому році не купили елементарні берці, ми в цьому році не купили елементарно для мотопіхоти багато обладнання, ми зірвали закупку снарядів, Нептун, який ми так хвастаємося, ми до того часу, це ракетна протиморська оборона, ми до цього часу не поставили її на потік. Тобто дуже є багато питань, які ми самі не допрацьовуємо. І от якби Україна продемонструвала, що ми самі вкладаємо кошти на модернізацію армії, то, звичайно, було б легше апелювати до наших американських союзників. Тому я сподіваюся, що останні зміни, які відбуваються в Міністерстві оборони, вони підуть на користь, але я сподіваюся, що вони будуть стосуватися не тільки скандальних заступників міністра оборони, але торкнути безпосередньо міністра оборони, пана Тарана, який там не друг і не родич, це просто. Я думаю, таким чином. Ну і, звичайно, необхідно міняти законодавчу базу. Тобто, і тоді можна піднімати питання.
А простим словам, уже повірте, вже на Заході ніхто не вірить. Україна дуже багато казала пустих слів і робила дуже мало. І в цьому контексті американці, як прагматичні, наші союзники, вони хочуть побачити конкретний результат. Як ми можемо стати їхнім форпостом у протиставленні і Росії, і Китаю? Пане Трегубова, а вы как считаете, вот это заигрывание с Китаем, оно действительно очень плохо отражается на наших взаимоотношениях с Западом? Глупость. Вот это Ну и насколько вообще это можно называть заигрыванием? Вот эти заявления Арахами и некоторых народных депутатов слуги народа, неужели в овальном кабинете сидят и вот слушают, о чем они говорят? Есть такая категория людей, вот очень любят таксисты иногда о политике поговорить, причем иногда говорят такие вещи достаточно наивные, ну, потому что они, дескать, люди неопытные в этом плане и говорят наивные вещи. Это нормально, потому что они таксисты. А это тот случай, когда такой таксист избрался в Верховную Раду и продолжает говорить такие же наивные вещи в рамках достаточно наивного миропонимания. Вот, из серии, ну, раз нас в Америке не любят, давайте попробуем позаигрывать с Китаем. Но это такое очень наивное понимание. Вот, потому что, во-первых, Китай... Как обиженный ребенок. Да, сложно, во-первых, сопоставлять США и Китай по типу взаимодействия Китая и можно легко убедиться на примере Африки, на примере разных стран Балкан, что Китай не очень склонен помогать каким-либо странам. Он склонен из этих стран, с которыми сотрудничает, выжимать все соки. Это не те люди, которые будут вам давать деньги просто потому, что вы, дескать, идеологически близки. Нет, это люди, которые у вас будут, не знаю, финансировать собственные проекты, завозить на их строительство китайцев же, брать вот это строительство, кредиты в китайских же банках, которые вы потом будете отдавать. Вот Черногория в последнее время может много очень интересного рассказать о китайских инфраструктурных проектах. Вся страна в долгах по итогам нескольких взаимодействий. Поэтому Китай – это немножечко не та страна. Взаимодействие с Китаем, ну, африканские страны на него идут от безысходности некоторые, больше несколько. Вот, или им все равно. У нас есть одно направление интеграции, оно у нас и конституционно было закреплено, это евроатлантическое. Любые взаимодействия с Китаем ему противоречат. Более того, Китай сейчас, к сожалению, государство, которое совершает вещи, которые нервируют и которые объективно очень тяжело воспринимаются мировым сообществом. Я имею в виду и Гонконг, и ситуацию в Синьцзян-Уйгурском районе. Да. И вот сейчас вот кидаться к ним в объятия и махать ручкой, это не поможет нам улучшить взаимоотношения с Китаем, потому что Китаю недостаточно помахать ручкой, чтобы стать его партнером. Китаю надо... Не хочу прибегать к некорректным аналогиям, но Китаю надо продаться. Вот. А, соответственно, с Европой и США нас это, безусловно, рассорит и подарит аргументы вот, тем, кто будет, собственно, рассказывать, что с украинцами нечего взаимодействовать. Ну, в конце концов, возвращаемся к теме Крыма, возвращаемся к теме крымских татар. Если у нас одна из наших сильных позиций – это обвинение Российской Федерации в репрессиях по отношению к крымским татарам. Нарушение прав человека, да, безусловно. И теперь мы бежим к Китаю, который в Синьцзян-Уйгурском районе делает то же самое с уйгурами, только в значительно больших масштабах. И мы отзываем свой голос. Да. И как нам после этого о чем-то разговаривать с цивилизованными людьми? Не то, что в глаза смотреть, как с ними общаться, как нам о чем-то просить после этого. Но если цена нашему голосу, это китайцам подмигнуть. Ну, раз мы заговорили про Китай, пана Виктора, насколько возможно участие Китая на саммите Крымской платформы как страны, которая присоединилась в качестве наблюдателя к Будапештскому меморандуму? Или все-таки Китай ждать на Кримській платформі не стоїть? Ну, якщо ми подивимося, як Китай голосує за резолюції, які Україна виносить на Радбез ООН щодо Криму, то ми побачимо, що Китай, як правило, утримується і не підтримує разом із Росією та країнами, те, що ми називаємо пострадянського блоку, і тих, яких ми відносимо до авторитарної частини світу. Чому все дуже просто? Вони не хочуть сваритися з Росією, для яких... Чому? Бо Росія стане на сьогодні для них один із найбільших партнерів, який постачає ресурси, і, власне, на цьому тримається в тому числі їхня економіка. Очевидно, що вони не хочуть погіршити відносини із Росією, тому шанси, що вони приймуть участь у платформі, мінімальні. Звісно,
Можливо, щось поміняється. Звісно, можливо, якийсь їхній представник чи дипломат може прийти на роботу платформи в якості спостерігача. Але щодо офіційного гостя, я в цьому маю дуже великий сумнів. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 37 стран приедут, представители 37 стран приедут на саммит Крымской платформы. Цитирую, сегодня сразу 3 европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений. Конец цитаты. Есть ли у нас понимание уже, кто именно, какие именно это страны, ну или хотя бы предположение, кто это может быть, 37 стран, какие представительства. Вот, допустим, США, мы знаем, что приедет министр транспорта Пит Бутиджич, а как же насчет других? Такого питання? Да, пана Віктора Тарана, будь ласка. Два Віктора, знаєте, Я теж сподіваюся. Будь ласка. Да, дивіться, ну теоретично ми можемо спрогнозувати, що це країни Балтії, це Польща, це Грузія, це наші надійні союзники. З великою вірогідністю це представники скандинавського блоку, тому що ми знаємо, що і Швеція нас підтримує в наших усіх діях. Мабуть, це будуть країни Центральної Європи, і Чехія, от я думаю, от Хорватія. Ну, знову ж таки, це прогнозування. Да, Канада однозначно повинна приїхати, яка нас так само підтримує. Тобто це наші союзники, ті, які нас багато років підтримують. Але, звісно, чекаємо остаточного списку, який оприлюднить МЗС. В Министерстве иностранных дел Украины говорят о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать различным странам, чтобы те не принимали участие на саммите Крымской платформы. Вот насколько эти успехи России в отношении определенных стран могут увенчаться успехом, насколько, вот, допустим, те страны, которые приедут или не приедут, могут отказываться поставить свою подпись под той же Крымской декларацией по итогам саммита, которую должны принять? Ні, ну ті країни, які залежать від Росії, вони, звісно, підуть на цей шантаж. Вони, я не знаю, чи поїде Вірменія, але, можливо, на Вірменію вони можуть натиснути на, само собою, Білорусь. От, тобто, ми вже поговорили в тему Китаю. Але ті країни, які є самодостатніми, сильними, які не бояться цього шантажу, вони, звичайно, приїдуть. Тобто, я не уявляю, як вони мають шантажувати умовно ту саму, наприклад, Францію, наприклад. Да? Якщо Франція прийме політичне рішення, що необхідно приїхати, то вони приїдуть. Інше питання – статусність. Тобто, розумієте, може приїхати міністр оборони, а може приїхати, не знаю, 5-й чиновник Міністерства закордонних справ. Тут теж дуже багато що означає. А це важливо? Це повлияє на ефективність роботи? Статус? Звичайно, тому що, розумієте, якщо ви дуже правильно задали питання, хто підпише цей документ? От, наприклад, якщо приїде 5-й чиновник з Міністерства закордонних справ Франції, він може просто сказати, от така класна декларація, нам все подобається, у мене немає повноважень підписувати політичний документ. От Франція була б і за, але я не можу. Розумієте, тому тут теж статус має значення. Кстати, вот интересный вопрос. Вчера стало известно, что 22 августа, то есть за день до Крымской платформы, Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Соответственно, Ангелы Меркель на Крымской платформе не будет, я правильно понимаю? И что означает этот визит, на ваш взгляд, пана Віктора Тарана? Дивіться, я думаю, що вона навряд чи буде. Але цей візит, він означає трошечки інше. Мені здається, що цей візит треба вже пов'язувати з майбутнім візитом Зеленського до США. І мені здається, що Меркель буде вмовляти Зеленського або давати якісь ті чи інші аргументи, щоб Зеленський не займав категоричної позиції під час переговорів з Байденом, зокрема по Північному потоку-2. Інше питання, що Зеленський повинен, сподіваюся, я на це дуже сподіваюся, що оточення Зеленського пояснить йому, що пані Меркель – це вже те, що називають політики хромая утка, да, кульгава качка. Вона через 1,5 місяці вже не буде канцлером. І силу її обіцянки, вона така досить ефемерна. І що б вона не пообіцяла, не факт, що вона зможе це витримати.
Тому це буде намагання тиску, переговорів, але я сподіваюся, хоча в мене, скажімо так, є певний скепсис, що Офіс Зеленського не піде на якісь там ефемерні обіцянки. Ну і, звісно, Меркель буде наполягати, щоб Україна має осінню імплементувати формулу Штайнмаєра. Вона про це заявляла місяць назад в Берліні. Після цього була заява міністра закордонних справ Німеччини. Я думаю, що вона так само буде наполягати на тому, аби осінню Україна в Верховній Раді імплементувала в українське законодавство цей документ. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Віктор Таран був з нами на прямому зв'язку. Історик, політолог, голова Центру політичних студій та аналітики Эйдос. Пане Викторе, если мы говорим о саммите Крымской платформы, об инаугурационном ее саммите, а вот что дальше? Как вы видите дальнейшее развитие Крымской платформы? Министерство иностранных дел Украины уже допустили, что Крымскую платформу, так сказать, припаркуют к Организации Объединенных Наций или какой-то другой международной площадке. Насколько в дальнейшем ее работа может быть эффективной в таком формате? Ну, в принципе, само наличие такой площадки уже хорошо. Очень долгое время крымская тема, она пребывала как-то более-менее в тени донбасской темы и, в принципе, в тени. В свое время меня жутко бесило, вот просто до коликов, когда, если помните, вот когда еще в самом год назад где-то и Зеленский, и Ермак, особенно Ермак, очень часто любили говорить, что вот мы надеемся провести выборы, в том числе на оккупированных территориях, имея в виду под оккупированными территориями, естественно, Донецк и Луганск. Естественно, они не имели в виду Крым, потому что речь об этом не шла. Просто... Ну, вообще, 1,5 года назад риторика была другая. И, то есть, какая разница, там, договориться, мир в глазах. Забывают о том, что у нас помимо Донецка и Луганска есть еще 3-я оккупированная территория. Вот это просто символ того, как вообще построено мышление, как построено видение ситуации в стране. Слава Богу, о Крыме вспомнили. Слава Богу, эту платформу начали. Слава Богу, на нее привлекли действительно много стран. Ну, опять-таки, действительно, это вопрос уровня представительства, и это важно. Вот, но это уже хорошо. То есть уже то, что крымская проблематика будет регулярно обсуждаться, это становится на пути плана в России заставить мир смириться с тем, что Крым оккупирован и аннексирован. А Россия же надеется, знаете, стерпится, слюбится. Вот, дескать, через некоторое время они все привыкнут, вот, потом туда начнут ездить депутаты, потом туда начнут там ездить бизнес, потом снимут санкции, и все смирятся. А Крымская платформа стоит на пути у этих планов. Крымская платформа постоянно заставляет напоминать о том, что Крым оккупирован, и это хорошо. Это, безусловно, с другой стороны, нет ли у вас опасения, что это будет, в принципе, дублированием вот и констатации уже тех фактов, о которых говорят на протяжении 7 лет на различных международных платформах, и страны, которые нас постоянно поддерживают в этом вопросе? Это зависит от того, какой повесткой Украина, собственно, загрузит эту платформу. Потому что это все-таки в данном вопросе мяч на стороне Украины. Что мы там будем обсуждать? Наполнение. Да, как мы там будем обсуждать, что мы там будем просить или требовать, или предлагать. Вот это, безусловно, мяч сейчас на стороне нашего Министерства иностранных дел, в частности. Дмитрий Кулеба сказал, что это не будет просто разговор и так далее, а будет вот четкий механизм деоккупации Крыма, который будет там разработан с нашими западными партнерами в кооперации и так далее. Вот интересно, а что это могут быть за механизмы? Какая это может быть скооперированная работа? Честно скажу, не представляю. Если у Кулебы есть какой-то план, ну хорошо бы, если бы он его презентовал. Хотя, возможно, бывает так, что презентовать его еще не время, потому что будем знать по ходу. Звучит многообещающе, но, опять-таки, мало ли что, как звучит. Вот, хотелось бы все-таки как-то уже понять, но я боюсь, что мы поймем только уже по итогам непосредственно вот первой встречи Крымской платформы, что она на самом деле означает и каким содержанием она может быть наполнена. А вот постфактум визита президента Украины Зеленского в Вашингтон, Крымской платформы, это хорошо или плохо? Я, честно говоря, даже не оценивал с такой стороны. Мне кажется, что это нормально, что это ожидаемо. Что, в конце концов, сначала сам визит в Вашингтон поможет
прояснить некоторые позиции, которые неплохо было бы прояснить до начала, собственно, этой встречи. В частности, безусловно, позицию Соединенных Штатов и вообще готовность Соединенных Штатов сейчас на данном историческом этапе вовлекаться и в Крымскую платформу, и в принципе в защиту территориальной целостности Украины. Возможны разные варианты. Возможно, США действительно устали от украинской темы. Возможно, США действительно несколько раздосадованы тем, куда пошли реформы в Украине. И это правда, потому что по ряду направлений Украина и Соединенные Штаты, и, в принципе, международных партнеров подставила. Это правда. Ну и насколько это сказалось на их готовности нам помогать, вот мы узнаем по итогам визита. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки открыты сейчас для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, и участие в нормандском формате – это только одна из них. Давайте послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Зараз з нами на прямому зв'язку Вадим Тюхан, член громадської ради при Міністерстві інформполітики України 17-19 роках, політичний аналітик. Пане Вадиме, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня, студия. Пане Вадиме, чего вы ожидаете от визита президента Украины Зеленского в Вашингтон? Стоит ли нам ждать в Украине каких-то прорывных решений, двухсторонних соглашений? Ну или вот сегодня мы в студии обсуждали возможность получения статуса основного союзника США при НАТО. Насколько этот вариант вероятен? Ви знаєте, було б наївно очікувати, що протягом одного візиту вдасться вийти на якийсь серйозний прорив. Це дійсно наївно. Разом з тим, я особисто очікую, що оцей перший контакт президента Зеленського з президентом Байденом закладе такі підвалини відновлення довіри між Україною і Сполученими Штатами Америки. І, відповідно, між Джо Байденом і Володимиром Зеленським особисто. Це дуже важливо, бо з моменту, коли ще за минулого президента відбувся факт, певного такого втручання в вибори президента, а потім, коли такий собі дубль 2, коли була спроба через плівки Деркача, ще під різними соусами повторити той такий неприємний досвід, то довіра з боку американської сторони до України, вона фактично за всю історію незалежності України впала до найнижчої точки. І от саме над відновленням довіри президенту Зеленському треба буде дуже серйозно попрацювати. Спробувати вийти на якусь таку хімію, щоб відбувся особистий контакт з Джо Байденом. Це один момент, це теж стосується таких суб'єктивних, таких стратегічних речей. А далі там є дуже багато прагматичних тем, які президент Зеленський буде говорити з президентом Джо Байденом. І те, що говорив Кулеба, що там буде 3 блока питань. Питання відновлення територіальної цілісності України і, військово-технічна співпраця, військово-економічна, інвестиційна співпраця. Ці 3 ключові теми, вони архіважливі. І я не буду зараз стверджувати, що ми отримаємо, наприклад, той же статус ключового головного партнера США поза НАТО, але принаймні ми маємо вийти на безпекову угоду, причому сильну безпекову угоду. Не якийсь там меморандум а-ля Будапешт 2.0, а сильну безпекову угоду, за якою США візьмуть конкретні зобов'язання стосовно розвитку військово-технічної співпраці, військової співпраці з Україною. Плюс відновлення, можливо, роботи по типу, як колись була Кучма-Гор, торгово-економічна комісія. Нам конче необхідні інвестиції Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно, щоб американський бізнес був на постійній основі присутній в Україні. Пане Викторе, а как вы считаете, вот Дмитрий Кулеба говорит о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки открыты для обсуждения любых вопросов, связанных с прекращением российской агрессии, и присоединение США к нормандскому формату не исключение, сказал Кулеба. Насколько возможно присоединение США к нормандскому формату? В чем здесь может быть их интерес?
Ну, это действительно возможно. Почему бы и нет? Другое дело, что я пока не вижу к этому ни предпосылок, ни какой-то необходимости. Тут же вопрос даже не в составе участников, а в новом наполнении того же самого нормандского формата. У нас буксуют и минский формат, и нормандский формат. У нас сейчас на фронте фактически официально перемирие, реально полноценные боевые действия с артиллерией и с ежедневными смертями. Перемирия нет. Вот сейчас прошла новость. Сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе 3 украинских военных получили ранения. Пострадавших военных уже госпитализировали. Цитирую, в результате обстрела 3 военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, 2 удовлетворительное. То есть мы можем констатировать, что никакого перемирия на Востоке нет? Нет. Ну, официально оно продолжается. Реально там идут те же самые позиционные велотекущие боевые действия и, в принципе, с использованием в том числе вооружений, которые не предусмотрены Минскими соглашениями. Ну, простите, у нас тут за последний месяц и 152 миллиметра тоже включались и утюжили. То есть фактически у нас на бумаге одно, в реальности другое. Большинство телеканалов, официальные медиа позиционируют происходящее как мир, но в результате этого мира летают, собственно, снаряды невиданных калибров. И это действительно неправильно, и вопрос в том, хорошо, допустим, тут решение о формате переговоров, не о том, кто примет в них участие, а о том, какое новое наполнение для них может быть через 7 лет этого конфликта. О чем будем говорить? Что будем фиксировать? Ну, есть ОБСЕ. И ОБСЕ фиксирует эти обстрелы. Дай бог им здоровья, дальше что? Это ни на что не влияет. Пане Вадиме, а как вы видите выход из этой ситуации? Может, действительно уже стоит начать называть вещи своими именами? Что войну войной, что перемирия на Востоке нет, что Минские соглашения в том виде, которые сегодня есть, их имплементировать невозможно и нельзя, потому что это противоречит нашим национальным интересам. Как думаете? Не в цьому проблема, пані Гульсун. Говорять наші експерти, багато політиків, навіть президент Зеленський, на моє здивування, трансформував свою позицію про те, що мінські домовленості не дієздатні, що вони свою роль виконали. Говорять про те, що треба щось змінювати, говорять про некий план Б, який ніхто ніколи не бачив, правда. Тут питання в іншому. Сполучені Штати Америки – це не та потуга, яка до чогось приєднується. Вони або перуться і самі врегульовують кризу, або ж вони взагалі в неї не входять. Як було при тих же ж Балканських війнах, я люблю цей приклад повторювати, досить тривалий час, там біля 4 років, американці не хотіли ним займатися. Вони віддали це на відкуп європейцям. Але коли ситуація зайшла в глухий кут, коли там побачили, що вже кроваві там такі бані і кількість загиблих перебільшила там цифру 250 тисяч, тоді американці зайнялися. І Річард Холбрук, відомий американський дипломат, вже нині покійний, в ранзі спеціального представника президента, тоді фактично сконструював так звані Дейтонські угоди, які працюють уже 26 років. Яка там зараз Боснія-Герцеговина, це інше питання, але тим не менше мир там вдалося встановити. Так само і тут. Якщо буде політична воля, якщо Джо Байден вирішить, окей, ми будемо посередником, чи ми будемо модератором переговорів з росіянами стосовно відновлення територіальної цілісності, хоча б те, що стосується Донбасу, то вони вийдуть на результат, тому що там є інструменти тиску. У європейців інструментів тиску немає. Більше того, немає зараз консолідованої позиції, яка би дозволяла розширювати навіть санкційний режим. Ледве той, що є, зараз вдається утримати. Тому американці можуть на це піти, але якщо захочуть. У мене таке враження, що зараз якийсь такий, знаєте, варіант середини між бажанням вийти на перезапуск відносин з Росією, в Білому домі я маю на увазі, і бажанням стримувати Росію. Щось таке серединне. І не стримування, і не перезавантаження. Щось посередині. І от Зеленському буде архіскладно переконати Джо Байдена в тому, що ніяке перезавантаження там неможливо. Ні Різьот, ні будь-яке інше. Те, що було при Клінтон. Це архіскладне завдання, але треба на неї йти. І останнє. Ви говорите, пані Гульсун, що не час уже називати, як то кажуть, речі своїми іменами. Ну а вже, дійсно час. Вже ми навіть пропустили цей час. 8-й рік війни. Тому треба вже виходити на якісь інші альтернативні механізми, зокрема піднімати той же Будапештський меморандум, відповідно до нього вимагати, не просити, а вимагати консультації з підписантами, і намагатися все-таки вийти на реальний план Б.
замінник мінських домовленостей, які насправді не спрацювали. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку, дипломат, політичний аналитик. А спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович заявил, что после снятия карантинных ограничений первым будет рассматриваться вопрос переноса заседания ТКГ из Минска. Переговоры офлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с так называемыми представителями ОРДЛО. По его словам, Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта. Давайте его послушаем. Чи зможе Мінськ утримати статус посередника – це вже дуже велике питання. Враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і відмовили йому у праві представляти білоруський народ. Тому мова з досить великою часткою ймовірності піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура. Так, а что это может быть за площадь, что это может быть за страна, куда могут перенести? Знаете, сложно сейчас гадать. То есть нам действительно необходима какая-то нейтральная страна. Безусловно, Беларусь уже не подходит, потому что Беларусь сейчас фактически оккупирована Лукашенко. Лукашенко действительно не является легитимным президентом. И более того, Лукашенко сейчас крайне агрессивно настроен относительно Украины и относительно Евросоюза. И, в принципе, честно говоря, дедушка с ума сошел. С ума сошел? Ну, да, то есть иначе это очень сложно трактовать. Потому что и то, что сейчас происходит, то, что он делает в отношении стран Балтии, и его агрессивные эскапады в отношении Украины, его недавнее заявление о том, что если, дескать, он в Украину просто войдет, то 90% населения Украины к нему присоединится и свергнет украинскую власть, ну, поплыл совсем на старости лет. Бывает, нервная работа. Вот. Поэтому, наверное, лучше перенести переговорную площадку к кому-то, кто не психопат. Кто это может быть, очень сложно, потому что сейчас... Но для этого ведь нужно согласие всех сторон. Пойдет ли на это Россия? Да, во-первых. Но, опять-таки, иначе переговорная площадка будет просто парализована. Ну, то есть, не будем приезжать в Минск. Что они нам, простите, 3 гола засчитают за неявку? Ну, тут тоже это так не работает. А найти какую-то другую площадку, это надо сильно поискать и хорошо подумать, потому что по-хорошему за 7-8 лет конфликта страны уже разделились на те или иные позиции, каких-то нейтралов, которые и вашим, и нашим, их практически в мире уже не осталось. Я пока навскидку назвать-то не могу. То есть тут приходится согласиться, что действительно этот процесс будет очень сложный, он будет очень затянут сам по себе. И сейчас, скорее всего, именно Минская площадка будет просто пробуксовывать. И в принципе я не могу сказать, что это плохо, потому что она не работала, но и продолжает не работать. Цели Минской площадки изначально для России было навязать свою повестку, для Украины затянуть время. Время тянется до сих пор. Свою повестку Россия не навязала. А нет ли у вас ощущения, что нам сегодня и другие страны, которые принимают участие в нормандском формате, навязывают формулу Штайнмайера? Есть такое действительно впечатление, они действительно это делают, возможно, потому что уже в принципе хотят как-то скинуть этот конфликт, как-то его... возможно, разрулить, и, возможно, в том, что в Украине сменилась власть, они увидели шанс. Дескать, новая украинская власть может быть более податлива в этом вопросе. Но, в принципе, скорее всего, нет. Мне кажется, что это, опять-таки, у нас стандартный спор о трактовках. Либо Россия хочет, и на самом деле речь же не идет о том, где будет ОРДЛО, и Россия хочет втюхать эти ОРДЛО в тело Украины просто на своих условиях, именно в состоянии ОРДЛО. Не как часть Луганской и Донецкой областей, а именно в этом состоянии. Что это даст России? Это даст России возможность всегда шантажировать Украину. То есть в какой-то мере Россия Крым еще до аннексии рассматривала как такой свой шип. Украине возможность влиять на внутриукраинскую повестку. После аннексии ей нужен новый такой шип. И она хочет такой шип сделать из этих районов. Она хочет, чтобы в этих районах за украинский бюджет, за украинские деньги сидели пророссийские прокси, которые фактически будут проводить российскую политику, блокировать украинскую, любые украинские внешние инициативы, если не политическим образом, то безопасническим образом, то просто будут устраивать провокации. То есть создать у нас такую свою, условную, как у них сейчас Чечня, такой в теле России очень странный элемент. Только она еще будет под российским контролем. Естественно, Украина на это не хочет идти, и, естественно, со стороны Украины, в принципе, здесь можно просто встать и упереться рогом. Что, в принципе, и произошло. С
Соответственно, сейчас вот эта территория существует в рамках, как серая зона. Россия не хочет ее аннексировать. России нет смысла ее аннексировать, потому что Россия за это получит? Формальное приращивание территорий, но это уже не та история. Это не та история, что с Крымом, который продавался, там еще десятилетиями продавался как исконная русская земля, сакральная Сталевали. Что они получат? Абсолютно уничтоженный Донецк? Торез, который уже, в принципе, сейчас похож на что-то среднее между вокзальным туалетом и разбубленной степью. Зачем оно им? Кормить миллион человек за счет дотаций? И внедрять в тело России то, что уже сами превратили в такую себе, не знаю, как Приднестровье, то есть фактически в полумафиозный, полукриминальный анклав с кучей народу, который уже ничего не умеет делать, кроме как людей убивать? А зачем? Пане Вікторе, я предлагаю сейчас подключить к нашей беседе Віктора Толочка, полковника комбата 1-го батальйону МГУ імені Кульчицького в 14-20 роках. Він зараз нас чує. Пане Вікторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Да, доброго. Да. Пане Виктор, вот сейчас мы как раз обсуждали заявление Алексея Арестовича, который сказал, что после снятия ковидных ограничений стоит рассматривать вопрос переноса трехсторонней контактной группы из Минска. Есть ли какая-то, на ваш взгляд, альтернатива, куда могут перенести эту площадку, и будет ли обоюдное согласие всех сторон? Ну, я думаю, враховуючи політичну ситуацію, яка сталася в Білорусі. З приводу того, куди перенести, у нас є союзні країни, дружні країни, країни Балтії. І тому спочатку переносу переговорного процесу можна було зробити і в ці країни. Вот раз уж мы говорим о Беларуси, известно, что совсем скоро, в сентябре месяца этого года, должны состояться военные учения «Запад-2021». Скажите, несет ли эти учения какие-то угрозы нашей стране, если мы, конечно же, еще вспомним последнюю враждебную риторику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко против нашей страны? Ну, я думаю, що тут панікувати не потрібно. Такі навчання практично російськими військами в Білорусі проходять майже щорічно. Загрозу перспективі дав. На момент проведення навчання, думаю, загрози для нашої країни, це в плані вторгнення зі сторони Білорусі, я думаю, це навряд чи. Мало можливо. Относительно Минска и формулы Штайнмайера еще вот такой вопрос. Нам стало известно вчера, что в Украину приедет канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа. И вот многие аналитические эксперты допустили, что она будет говорить и настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Вот как вы думаете, насколько это реально? Какие угрозы сегодня несет формула Штайнмайера нашей стране? Що скажімо, захід підприємства, яка була запропонована, одна формула – це відповідно нашого уряду, і третій формула, чи, скажімо, варіант вирішення цих питань – це із пропозиції Російської Федерації. Звичайно, якщо ця формула буде впроваджувати законодавство відповідно тих вимог і того плану, який був запропонований Україною, це було б для нас і непогано. Варіанти, які пропонують як західні країни, так і Російська Федерація, вони для нас, на жаль, взагалі неприйнятні. Тому що це однозначно втрата, скажімо, частини своєї незалежності контролю зі сторони Російської Федерації. Це ті політичні процеси, які нашій країні на даному етапі абсолютно не потрібні. Дякую вам дуже.
же пана Виктора. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Віктор Толочка, полковник, комбат 1-го батальйону НГО імені Кольчицького 14-20 роках, был с нами на прямом зв'язку. Мы затронули с вами тему Беларуси. Я хочу остановиться подробнее на последних заявлениях Александра Лукашенко и обсудить этот вопрос. Я напомню, что Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией России. По его словам, это произойдет, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию. Давайте его послушаем. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Это что? А что значит руки развязаны? Это шантаж. Шантаж. То есть, по-хорошему, сейчас нашего человека, оккупирующего власть в соседней для нас стране, интересует то, чтобы это признали. Чтобы это признали, чтобы его опять признали, собственно, ее законным уже, наверное, шахом. Но, кажется, ему так не будет, и, кажется, его это очень злит. Поэтому в адрес разных соседей идут все виды шантажа. В адрес стран Балтии и Евросоюза идет шантаж мигрантами. В адрес Украины шантажировать мигрантами, конечно, сложнее, поэтому идет шантаж, да, я вам Крым признаю, а я вам устрою провокации с точки зрения безопасности. Так а что это изменит, если Александр Лукашенко тоже признает Крым? Ну, знаете, есть поговорка, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну, видимо, он считает, что, может быть, кого-то это впечатлит. Может быть, он считает, что хоть так надавлю на это украинское руководство, вот, и вообще и на украинское общество, и оно признает меня президентом Беларуси, что им жалко, что ли. Вот, ну, как-то так. Также Александр Лукашенко лично обвинил украинского президента Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси. Давайте послушаем его цитату. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли, конечно, уже намертво эту границу. Хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите? Это же соседи, родные люди. Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает. Президент Зеленский Владимир назвал безосновательными заявления Александра Лукашенко о подготовке боевиков в Украину и переброске оружия в Беларусь. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Давайте послушаем его цитату. Зараз зусилля української влади спрямовані на гарантування безпеки всередині країни, на повернення українського суверенітету до тимчасово окупованих територій. Президент наголошує на тому, що Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними. Пан Виктор, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Андрея Санникова, политика, координатора громадянської кампанії «Європейська Білорусь». Пане Андрею, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да. Пане Андрею, вы слышали сейчас цитаты, которые мы давали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и по поводу Крыма, и по поводу поставок и якобы оружия со стороны Украины в Беларусь и так далее. Вот, у меня здесь один вопрос. Что это? Можно ли это назвать такой агонией перед смертью? Или как бы вы это прокомментировали? Ну да, это больной человек, агонизирующий. Я совершенно с вами согласен, Гульсун, что он не имеет значения. Признает, пускай признает. Да? Вот какой-то самозванец признал Крым. Да? Ходит по улицам и кричит: я признал Крым. Что от этого изменится? Ровно счетом ничего. Потому что Украина, насколько я понимаю, тоже не считает его легитимным главой государства. Поэтому не стоит обращать и даже не стоит комментировать.
Вспомните, он обвинял Меркель в свое время в организации подрывной диверсионной деятельности на территории Беларуси, обвинял американцев, конкретно с фамилией. Он не реагирует, не стоит реагировать, а вот реагировать на действия стоит и понимать, что от этого человека исходит опасность не только белорусам, но и всем окружающим, соседям, и европейская безопасность под угрозой этого режима. Вот это стоит понимать и принимать соответствующие меры. А вы имеете в виду военную угрозу? Потому что совсем недавно Александр Лукашенко сказал, что Украина представляет какую-то угрозу для Беларуси. В случае необходимости обеспечения безопасности Беларуси он не против вводить войска России на свою территорию. Это несет действительно какую-то военную угрозу нашей стране и соседям Беларуси? Я бы не исключал, конечно. Вы правильно поднимали вопрос об учениях Запад-21. Я вообще не понимаю, как на территории человека психически нездорового можно проводить какие-то учения. Но это вопрос к руководству России, наверное, и к ответственности России за то, что будет происходить на территории Беларуси. Я бы не относился спокойно, как я слышал мнение военного, что угроза не может исходить, может исходить. И мы знаем по всем предыдущим учениям, что Украина фигурировала в планах, которые отрабатывались на учениях, и будет фигурировать, да, потому что Россия является страной-агрессором, Россия оккупировала Донбасс, Россия аннексировала Крым, и поэтому планы их остаются неизменными, и в том числе и в военном отношении. Поэтому относиться легко я бы не стал и понимал, что во время учений все равно будут отрабатываться какие-то недружественные, назовем это мягко, действия по отношению к Украине. Но решения военного я бы здесь никакого не видел. То есть, исходя из предположений различных политических аналитиков, они говорят о том, что это заветная мечта России, аншлюз Беларуси, инкорпорация, союзное государство и так далее. То есть, можно ли утверждать, что сложится так, что те российские войска, которые под видом учений зайдут на территорию Беларуси, в принципе, оттуда и не выйдут, и вот свершится эта инкорпорация, или можно назвать это аншлюсом Беларуси со стороны России? Как ни парадоксально, аншлюз сейчас он еще более маловероятен, чем прежде. Почему? Потому что какая-то видимость легитимности руководства для аншлюза нужна. Да? А сейчас у власти неадекватный человек, который никем не признан, он незаконно находится у власти, и даже какой-то такой призрачной возможности у России для аншлюза нет. Поэтому этот сценарий просто невозможен сегодня. Вот. Но я еще раз хочу сказать, что военного решения здесь не должно быть. НАТО будет принимать меры, безусловно, и в связи с учением 21, но проблему надо решать политически, а политически это уход Лукашенко и проведение честных выборов в Беларуси. Вот это и есть решение, на которое, в общем-то, нацелены и мы в Беларуси, и наши друзья должны понимать, что это выход для всех. Насколько это реально в нынешних условиях? Да реально, посмотрите, санкции, вот мы сейчас говорим о санкциях, которые начали вводить. Да. Прошел год против страшных преступлений против человечности, совершенных этим режимом. Мы еще сейчас должны посмотреть, как эти санкции будут работать, насколько они будут эффективны, насколько они будут введены, насколько быстро будут введены, не будут ли там ожидать завершения каких-то выгодных для Запада контрактов. Но вот если будет вот эта триада, которую я тоже упоминал и в вашей программе, это санкции, протесты и забастовки, то когда это сойдется, в общем-то, Лукашенко просто не будет. Пока это по времени не сходилось, но я думаю, что мы подходим к тому, что это должно сойтись по времени. По крайней мере, санкции, о которых мы говорили как о защите белорусского народа именно от преступного режима, от того режима, который убивает мирных граждан, они начинают уже вводиться и они будут действовать. Это вы про 4-й пакет санкций ЕС или же те санкции, указ, который подписал Байден вчера? Я по санкциям США, потому что до сих пор не было санкций США, новых, были только возобновления тех, которые были приняты еще в 2011-2012 году.
Вот. А сейчас появились новые санкции, очень серьезные. Появился закон, то есть исполнительный указ Байдена, который тоже очень серьезный, который позволяет более решительные меры принимать и более оперативно. А Евросоюз по-прежнему медлит. Украина тоже, в общем-то, пока на распутье, что делать с этой ситуацией. Но я хотел бы предупредить, если сейчас не остановить вот всем миром, и нам, белорусам, и всем нашим друзьям и соседям, которые хотели бы видеть демократическую и свободную Беларусь, не остановить вот этот режим убийц, то придется плохо всем, потому что ситуация на границе с Литвой показала, насколько Лукашенко заинтересован в разжигании конфликтов, которые могут... Почему он стремится к этому? Он хочет, чтобы конфликт снял вопрос о его легитимности и вообще, чтобы тема легитимности диктатора белорусского ушла. Поэтому он будет всеми силами пытаться разжечь конфликт на границах. Не получится с Литвой, будет с Литвой Польшей, то есть Латвией и Польшей. Не получится там, будет с Украины. Обязательно будет с Украины. Вот многие эксперты еще на фоне последних заявлений по Крыму Александра Лукашенко говорили о том, что вот он какое-то количество времени там пытался лавировать, но все-таки вылавировать он не смог, и теперь у него только один билет в один российский конец, и выхода, кроме как России, у него никакого нет. Так ли это? Ну, вы говорите о личности больного диктатора, а не о стране, да? У страны выход есть, и я, как представитель Европейской Беларуси, не устаю это повторять. Мы хотим сближаться с Европой, мы хотим провести новые свободные выборы. А то, что он лавировал, он не лавировал. На самом-то деле он Крым никогда не признавал украинским, потому что, давайте посмотрим, единственный юридический, скажем, момент, когда он мог признать Крым незаконно оккупированным, это аннексированным. Это резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где он неизменно голосовал в поддержку России. Я повторяю, это единственный момент по международному праву, где Лукашенко высказывал свою позицию через официальную делегацию в ООН. А то, что он болтает, там, на это не стоит обращать внимания. Так что он всегда признавал аннексию Крыма. Он всегда признавал Крым российским. Поэтому не стоит здесь, вот опять же, поддаваться на его слова. Их очень много, а дела свидетельствуют о другом. Вот если говорить о протестах, которые вы затронули, вчера 9 августа уже прошел год с момента фальсификации результатов выборов президента Беларуси. Вот уже прошел год. Как вы видите будущее протестов? Для начала, чего добились протесты за этот год? Видите ли вы будущее этих протестов и что может стать очередным триггером новой волны? Безусловно, я вот говорил об этой триаде. Да? Вот если бы санкции поддержали протесты с самого начала, мы бы уже жили без Лукашенко. Потому что и забастовка бы состоялась. Но я не люблю говорить в сослагательном наклонении. Еще у протестов есть. Протесты не задушены. Они не масштабные, но протестует все общество. Общество обсуждает возможности протестов и необходимость ухода Лукашенко. Больше ничего не обсуждают. Лукашенко, как я понимаю, я не смотрю, не слушаю весь этот бред, но вчера в 8 часов Лукашенко убеждал всех, что я хочу остаться. Я вот такой хороший, все-таки дайте мне остаться. То есть он сам понимает, что его уже нет. Он держится на силовиках, которых он сам же сегодня и подставляет. Вот то, что взломали базы силовиков, это... Я вам скажу, это очень серьезный шаг протестующих, потому что это тоже надо включать в протесты. Не только выходы на улицы, но все действия против этой незаконной власти. И то, что взломали базы данных всех силовиков в Беларуси, это показатель того, что, в общем-то, никто не успокоится в Беларуси. У Лукашенко действительно 3% было на выборах, сейчас еще меньше. Кто бы что ни утверждал. И пока Лукашенко не уйдет, никаких примирительных шагов со стороны белорусского народа, который сегодня стал субъектом, не будет. Вот если вы спрашиваете о главном результате протестов, это белорусский народ стал субъектом политики,
не только белорусской, но и международной политики. И вот этот субъект никуда не исчезнет, пока не добьется своего. Спасибо вам большое. Дуже дякую за то, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Санников был с нами на прямой связи, белорусский политик, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь». Пане Виктор, вы слушали нашу беседу с паном Андреем, который рассчитывает все-таки на действия и на влияние санкционного давления на режим Александра Лукашенко. И это и 4-й санкционный пакет Европейского Союза, это и санкции Соединенных Штатов Америки, указ, который вчера подписал президент США Джозеф Байден. Рассчитываете ли вы на то, что в результате санкций западный мир, белорусы, свободные белорусы смогут победить режим Александра Лукашенко? На самом деле ему, конечно, виднее. Он находится изнутри ситуации. Я изначально смотрел на эти вещи более скептически. По длинному ряду причин, начиная от того, что, вот, как говорилось, вот, упоминалось о том, что нужна, дескать, легитимная власть России для аннексии. Ну, на самом деле нет, и мы это знаем по примеру Крыма и Севастополя. Кто такой этот гоблин? Это была легитимная власть? Это был какой-то, извините, местный мелкий криминальчик. Это раз. И два, возможно, действительно этот ряд может у них сработать. Возможно, действительно плохо, что она не сработала тогда. Насколько она может сработать сейчас, я не знаю. Вся ситуация в Беларуси кажется для меня очень странной, когда практически весь народ в стране выступает против одного конкретного человека, его поддерживает небольшая, статистически незначительная куча лиц, но вот как-то они... Вот с моей точки зрения, вот это невозможно. Ну как-то там у них вот это вот в их социальной физике это работает. В Украине бы это было невозможно, потому что фактически власть в стране захвачена небольшой бандой. Ну, будем называть это честно, небольшая банда, которая получает, собственно, деньги с местного населения, и на эти деньги это же местное население и проламывает голову. Ну, это оккупация. Причем оккупация небольшим, ну да, там сколько, не знаю, там людей в Минском ОМОНе. Вот, плюс еще какие-то силовые структуры, КГБ и Лукашенко наверху этого всего. Ситуация странная для меня, ситуация патовая. Возможно, я просто не хочу превращаться в людей. Вот у нас очень многие граждане начинали обсуждать, что надо делать белорусам. Из серии, там, давайте, жгите шины. Экстраполировать Майдан на Минск, разливайте коктейли Молотова. Может быть, в Беларуси все действительно работает по-другому. Я вообще не верю в то, что опыт одной нации может быть просто аппликативно перенесен на другую нацию. Ну а как вы думаете, вот ненасильственные методы сопротивления могут сегодня вынудить вот такой тоталитарный, диктаторский режим уйти? Мне кажется, что нет. С другой стороны, опять-таки, если они придут к массовому насилию, для меня, например, не очевидно, не вмешается ли Россия на стороне, формально, якобы на стороне Лукашенко, а реально на собственной стороне. Не начнется ли действительно просто российская аннексия под предлогом наведения мира в братской стране или что-нибудь подобное. Вот. И вот это, мне кажется, действительно опасным. Тут вопрос в том, что в отличие от многих людей, которые уверены, что это правильное решение, я не буду даже делать вид, что я уверен, что я имею право что-то советовать белорусам. Возможно, я очень сильно заблуждаюсь. И вот, возможно, там пан Андрей видит ситуацию на порядок глубже меня. С другой стороны, возможно, это и не так. Возможно, он так говорит просто потому, что... А как еще говорить-то? Вот. Нужно же хоть какой-то оптимизм поддерживать в себе и людях. Может быть и так. Для меня ситуация в Беларуси просто изначально дикая. Я смотрю на нее как на ситуацию, которая не отвечает моим представлениям о социальной физике. В моем понимании Лукашенко должен был улететь вот еще почти год назад. Вот. Ну, как-то этого не произошло. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чоксагу у нас, що приїхали к нам в студію. А Віктор Трегубов, співзасновник партії «Демократична Сокера», публицист, громадський діяч, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию, продолжим наш эфир на крымско-татарском. Не переключайтесь. Коршкенч.